Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Мы когда-то единая команда этого фестиваля. Без вас, без администрации Буинского района. Еще раз хочу поблагодарить со сцены, что в тандеме с руководством района мы творим второй международный театральный фестиваль «Пространство диалога». Вообще сегодня билеты практически не продавали. Так, никто не стремился, я сразу сказал. Будет сегодня день открытия, как бы официально, вообще даже день открытия, неправильно назвали. Это вообще день как бы для театра, день фестиваля, вот так лучше было в воскресенье. Мы подстроились под министра культуры, 17 дней работы, у которой совпало с фестивалем, она приехала, спасибо большое Иране Хафизянине за то, что посетила наш фестиваль и обговорили дальнейшее, потому что дальнейшее судьбу нашего фестиваля. 2019 год, как вы знаете, в России будет год театра. Казахстан, слушайте, у вас немножко другая риторика там, у вас свои плюсы и минусы, у нас свои плюсы и минусы. Это так должно быть, как батарейка, всегда, чтобы оно было аккумулировано на что-то. Никому билеты особо не продавали, хотели, чтобы все посмотрели шедевр нашего друга нашего театра, друга города Буинск уже. И шедевр, я сказал, вот этой династии Салимджановых. Они друг друга не видели никогда. Арсений Салимджанов, народный артист Филармонии Туркоманского театра, и Дамир Халимович Салимджанов. Они двоюродная родня, как бы. Но не виделись, но в то же время уже вот год с лишним, с прошлого августа мы живем с репетициями Дамир, со спектаклями Дамир. Дамир выпустил спектакль, 2 спектакля. Мы благодарны наш театр. И, конечно, вот заполучили, конечно, не я эксперт. Планку поставили эксперты, которые непосредственно работали по фестивалю. Они сказали, вот не должно быть никаких проходных спектаклей. Такую планку взяли и сегодня имеем то, что имеем. Вино из одуванчиков. Дамир, по-моему, сам играет. Меня зовут Дуглас. Мне 12 лет. Я только что проснулся и как в теплую речку погрузился в предрассветную безмятежность. Как в теплую речку в предрассветную безмятежность. В 12 лет человек так не говорит. Предрассветная безмятежность. Нет, в 12 так не говорят. Но так чувствую. Раз в неделю мне разрешают ночевать в дедушкиной башне в комнате на 4-м этаже. Во всем городе нет башни выше, чем эта. И когда я смотрю в окно, и кроны кленов, вязов и дубов подо мной сливаются в одно огромное живое море, я чувствую, как во мне появляется особая волшебная сила. Здесь я просыпаюсь рано, я открываю окно и начинаю свое тайное волшебство. И гаснут уличные фонари, как свечи на именинном торте. И гаснут звезды на небе, и вот в тумане один за другим загораются светящиеся прямоугольники. Это за окнами домов включается свет. Всем зевнуть! Всем вставать! Дедушка, доставай зубы из стакана.
молочник прозвенел своими бутылками. Улица стариков не готова. Миссис Бентли, полковник Фрейли, мисс Лумис, проглотите свои таблетки, прокашляйтесь, вставайте. Мистер Джонас. Мистер Джонас. Мистер Джонас, пора запрягать кобылу и ехать за старьем. Мистер Джонас наш старьевщик. Вот две старухи проехали на своем электромобиле. Вот трамвай вышел из цепов. Улица Детей, ты готова? Шоткап, ты готов? Да. Бейсбольные мячи, коньки, самокаты готовы. Папа, дом, просыпайтесь. Вступают будильники. Часы на здании суда. Заметнулись и запяли птицы. И солнце. Стоило мне помахать руками, пожалуйста, весь город проснулся и даже солнце зашло. А главное, началось лето. Да, впереди целое лето, несчетное множество дней, чуть не пол календаря. А сегодня первый день. Этот день будет не такой, как другие. А это мой брат, младший. Его зовут Том, ему 10 лет. 10 и 3 месяца. Ну, если честно, то 2,5. Почти 3. Хорошо, ему 10 лет и почти 3 месяца. Бывают дни, сотканные из одних запахов, будто весь мир можно вдохнуть носом и выдохнуть, как воздух. А другие дни можно услышать. А некоторые хорошо пробовать на ощупь, а некоторые на вкус. А бывают такие, когда все сразу. Ну, как, например, сегодня пахнет так, будто за одну ночь там, за холмами, вдруг неведомо откуда появился огромный фруктовый сад. И все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, а на небе не облачко. Того и гляди, кто-то неведомый захохочет там, в лесу. Но пока там тишина. В 10 лет человек так не говорит. Так не говорят 10 лет, да? 10 лет так не выглядит. Да, только это все не я сказал. Это папа сказал. Папа сказал. Папа. Сегодня пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, вдруг неведомо откуда появился огромный фруктовый сад. И все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, а на небе не облачко. Того и гляди, кто-то неведомый захохочет в лесу. Но пока там тишина. Ага. Вот, а я просто чувствую. Вот понимаешь, что ты чувствуешь, а я почему-то нет. Ни дождем не пахнет, ни садом, да и оттуда, если ни туч, ни яблони, кто там может захохотать в лесу. Я не знаю. Не знаю, раз папа сказал, что все это чувствуется, значит и я чувствую. Раньше я тоже чувствовал то, про что говорил папа, сегодня почему-то нет. Сегодня? Раньше чувствовал, сегодня нет. Но день сегодня и правда необыкновенный. Это как, знаешь, как тогда, когда мы ездили за дикими виноградами, папа тогда устроил привал. Над нами пчелы гудели, да? Папа еще тогда сказал. А папа-то папа. Это не пчелы. Это весь мир тихонько мурлычет свою песню. Угу. Да, и еще тогда папа сказал, что хлеб и ветчина в лесу не такие, как дома. Что вкус другой, острее, что ли. Хлеб с ветчиной в лесу не такой, как дома. Вкус другой, острее, что ли. Отдает мясо и смолы. Вот. Вот зачем ты это вспомнил? А что? Я опять есть захотел. А я тогда перестал жевать, да? Потрогал языком хлеб, ветчину. Ничего особенного. Обыкновенный бутерброд. Не знаю. А мне вкусно было. Не, ну в точности, как папа сказал, смола мята не так, как дома. А ты что, совсем не чувствуешь? Да чувствую, я чувствую, но совсем не так, как говорит папа, я не знаю. Чувствую, сегодня что-то должно случиться. Уже почти случилось. Что случится? Не знаю. Что-то огромное идет сюда. Сейчас оно ушло, его что-то спугнуло, но оно обязательно вернется, надо только немного подождать. Оно? Ты имеешь в виду душитель? Да. Нет, это не душитель. Я не знаю, что это такое, но это... Оно не страшное, не злое, это точно. Не для того оно идет ко мне. А для чего? Не знаю, но чувствую, сегодня день, когда что-то должно измениться. Что? Скорее всего, все. А больше ничего нет. Ну я вот знаю почти все. Ну что со мной было за 10 лет жизни? Потому что я записываю. Вот, к примеру,
Сколько раз мы играли в бейсбол в этом году, в прошлом году и позапрошлом. У меня все записано, я тебе скажу. 1568 раз. Чистил зубы за 10 лет жизни 6 тысяч раз, руки был 15 тысяч раз. Спал 4 с лишним тысячи раз, это только ночью. Съел 600 персиков, 800 яблоков. Яблок? Да, яблоков. Груш всего 200. Вот ведь оно все ближе, то, чего я не знаю, все ближе. Может быть, том своей болтовной привлекает это. Трещит полным ртом, никак не угомонится. Шипит и пенится, как сифон содовый. Так в 12 лет тоже не говорят, но про это уже поняли. Я даже одну смотрел. Ну как смотрел? Я все это время просидел в киношном туалете. Ждал, когда эта ерунда закончится и наконец-то запустят мультики или про ковбоев. И съел за это время... Вот он опять про еду. 700 стаканчиков мороженого. Я же говорю, у меня все записано. У меня есть снежинка в спичечном коробке. О, оно еще я ближе еще стало. в феврале, когда Точно я не знаю, стало еще ближе. коробок поймал самый большой. А главное, что это такое? Положил в морозилку, так что уважаемый. У меня у одного в штате есть замороженная снежинка. Да. Завтра я буду ее всем показывать, ты тоже можешь прийти посмотреть. Да, тонкую снежинку мы обязательно посмотрим, только не сейчас. Что-то огромное вот обрушится на нас с ясного неба. Сейчас? Да, это что-то, чего нельзя пропустить. Да я ничего не вижу. А ты закрой глаза. Ага. Закрыл? Закрыл. Теперь гляди в оба. Оба чего я оба закрыл? Ой, помолчи, Том. Если ты опять издеваешься надо мной, я с тебя сниму скать, ладно? Ладно, ну вот же идет волна, неужели ты не чувствуешь? Нет. Оно уже здесь, оно несет нас. Да можно открой глаза. Погоди, сначала я. Ого. Я, как бы, точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что открылся и удивленно глядит, будто впервые увидел меня, на меня смотрит весь мир. Да, я понимаю, в 12 так не говорят, но я вдруг услышал, я почувствовал, вот что пришло ко мне, и теперь останется со мной навсегда. Я вдруг понял, что я живой. Тут можно уже открывать. Не, погоди. В ушах, как морских раковинах, вздыхает ветер. Многоцветный мир переливается в зрачках. Лесистые холмы усеяны цветами, будто осколками солнца или огненными клочками неба. По огромному перевернутому озеру небосвода мелькают птицы, будто камушки, брошенные ловкой рукой. И я вдыхаю этот мир. Я вдыхаю лед, выдыхаю пламя. В каждом ухе стучит по сердцу. Еще одно колотится в горле, настоящая булка ухает в груди. Я и правда живой. Раньше я этого не знал. Нет, жить-то я жил, но не знал. Вот ведь я прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал. Так все открываю. Открываю. И что? Оно уже пришло? Угу. И где оно? Здесь. Здесь? Да. Дуб, ты спятил, что ли? Да. Кажется, спятил. Том, как ты думаешь, а все люди знают, что они живые? Конечно, все знают. А ты думаешь, нет? Не, я так не думаю. Не, я так не думаю. Хорошо, чтобы знали. А знаешь, чего я сейчас хочу? Ну, а как я узнаю, если ты спятил? Том, я хочу почувствовать все, что только можно. И все запомнить. Забыть вообще ничего нельзя. Ни сегодня, ни завтра, ни после. Не хочешь забыть? Записывай, как я. Вот ты, к примеру, знаешь, сколько одуванчиков растет на нашей поляне. 500! 1000! Даже 2000! Да, хороший урожай. Собирать легко, соберите все! Да, прабабушка! Это прабабушка! Вот ведь одуванчики, золотые цветы, наводняют весь мир, и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца. 90 люди так красиво не говорят, но они так чувствуют. Одуванчики ведь красного цветов, можно сказать, сорная трава. Никто ее не замечает, а мы уважаем. Во мне одуванчик благородное растение. Набрать полные мешки, унести их вниз, в погреб, вывалить из мешков. И во тьме погреба разольется сияние. Это мама. Она тоже чувствует красивее, чем говорит. Хотя говорит мама тоже очень красиво. Длинный плеск включает открытый, холодный. Золотистый поток согреет его. Сначала тонкой струйкой, потом все щедрее. Бежит по желобу сок летнего жаркого месяца. Дадим ему переходить, к везде разольем. Быстрыми рядами на
ты все считаешь. Да. Мне понравилось, как ты все считаешь, я теперь тоже буду так делать. Ну, в смысле, все записывать. Вот ты, наверное, даже не задумывался об этом, да? А ведь мы каждое лето опять и снова делаем то, что уже делали в прошлом году. Как это? Ну как это, ну? Бегаем по траве, пускаем фейерверки, купаемся в озере. Из года в год одно и то же. Правда? Да, но это только одна половина лета. А другая? А другая то, что мы делаем первый раз в жизни. Например, едим оливки. Да. Нет. Нет? Нет, что-нибудь более важное. Например, узнаем, что папа и дедушка не все на свете знают. Выдумал тоже. Уж они-то точно знают. Нет, Все, что только можно. Нет, они не все знают, я это уже записал. Но в этом нет ничего страшного, я это открыл. Ну еще какую ерунду ты там записал? Что я живой? Вот это открыл, так открыл. Открыл. Давно известно. Нет, Том, это живу я давно. Живу я давно. А теперь я про это думаю, я это знаю, вот что новое. Это ведь как бывает? Сначала живешь, там ходишь, бегаешь, дышишь, делаешь что-то, а сам даже не замечаешь этого. А потом однажды смотришь такой, ух ты, я же живу, хожу, дышу. Вот это и есть по-настоящему первый раз. И вот теперь я разделил лето в моем блокноте на две половины. Первая называется повторение и обыкновенности. Ну, то есть то, что мы делаем из раза в раз, и даже не обращаем на это внимания. Ну, там, первый раз этим летом пил шипучку. Первый раз пробежал босиком по траве. Первый раз чуть не утонул в озере. Первый арбуз, первый комар. Из года в год одно и то же. Вот. А вторая половина называется открытие и откровение. Или может лучше назвать озарение. Хорошее слово, правда? Ну, нормально. Или может лучше ощущение. Ну, может. Короче, когда мы делаем что-то знакомое, например, разливаем вино из одуванчиков по бутылкам, это, конечно, записываем в повторение и обыкновенность. А вот потом все мысли, которые про это появляются, неважно умные или глупые, их записываем в открытие и откровение. Вот слушай, что я написал про наше вино из одуванчиков. Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас останется в целости и сохранности кусок лета. Ну, что скажешь? Ничего. Я уже давно не понимаю, что ты говоришь. Том, вот, послушай, вот это ты поймешь. Вот это ты поймешь. Первый раз этим летом спорил с папой и получил первую трепку утром 24 июня. Ой, ну довольно, конечно. Ты-то убежал. Вот. А в открытиях и откровениях про это стоит так. Взрослые и дети – это два разных племени. Поэтому они всегда воюют между собой. Они не такие, как мы не такие, как они. Разные племена, и друг друга им не понять. Вот это да. Да. Вот это в точку. Да. Вот почему мама с папой нас не могут никак понять. Вот да, тут ты гений, я знаю. Вот теперь, как увидишь, что мы что-то делаем снова и снова, сразу скажи мне. А потом подумай про это, ладно? И тоже скажи мне. 1 сентября прочитаем, посмотрим, что у нас получится. Я тебе прямо сейчас могу сказать. Давай. Бери карандаш, слушай. На свете 5 миллиардов деревьев. Да точно в книжке прочитал. И под каждым деревом лежит тень. Так откуда берется ночь? Так оттуда и берется. 5 миллиардов деревьев, из-под каждого дерева выползает тень, наступает ночь. Правильно? Найти бы способ, чтобы удержать эти тени под деревьями. Тогда и спать ложиться не надо, вот разносится, тогда не будет совсем. Вот немного старого, немного нового. Да, то тут есть и старое, и новое. Ну, повтори все это еще раз. 5 На миллиардов деревьев под каждым деревом по запису по ночь записал. Найти бы способ, чтобы удержать эти тени под деревьями. Тогда и спать ложиться не надо. Разносится, тогда не будет совсем. Пап! Да. Пап, там в магазине, в окошке у них, в витрине, там теннисные туфли. Зачем тебе новые туфли? Ну, объяснить можешь, зачем? Да затем, что в этих туфлях как будто первый раз этим летом пробежал босиком по траве. Или как будто вот в зимнюю ночь, да, выставишь ноги из-под теплого одеяла, и вот они стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло. Скоро июнь закончится. В это время уже никто не покупает себе новые летние туфли. Так ты можешь объяснить, зачем они тебе?
тем, что в этих туфлях как будто первый раз этим летом идешь босиком по ручью. И сквозь прозрачную воду видишь, как твои ноги ступают по дну, как будто они вот так вот немного изогнулись, да, идут впереди тебя. Но там же в воде все по-другому видится. Если бы человек в 12 лет мог так объяснять, но ведь нет, он так всего лишь чувствует. Мам, пап, это очень трудно объяснить. Что не так с твоими прошлогодними туфлями? Поройся в кладовке, они точно там. Мне тут так жалко стало ребят, которые живут в теплых краях и круглый год ходят в теннисных туфлях. Они-то ведь даже понятия не имеют, какое это счастье. Скинуть с ног зиму, сбросить тяжеленные кожаные ботинки, полные дождя и снега, потом бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые этим летом теннисные туфли. Но только туфли обязательно должны быть новые. В этом все дело. 1 сентября волшебство из них улетучивается. Но сейчас, в конце июня, в них еще очень даже можно перелететь через реки, через дома, через деревья. Нет, прошлогодние никак не годятся. Прошлогодние уже мертвые внутри. Они хороши ровно одно лето. А в конце августа замечаешь, что все уже все. Уже нельзя в них перелететь через реки, через дома, через деревья. Какие деньги? Месяца через полтора. Папа, ну какие 1,5 месяца? Там лето уже закончится. Ну, значит, и туфли уже будут не нужны. Сэкономишь на что-нибудь ненужно важное. Спокойной ночи. Надо придумать, зачем нужны новые. Том, ты спишь? 243 раза ел шпинат. Понятно. Надо что-то придумать. 207 раз меня вырвало. И тебе, Том, спокойной ночи. Копить. Копить можно 100 лет, а через 100 лет лето точно закончится. Понятно. Если чего-то хочешь, добивайся этого сам. Вот. Ух ты. Парень, попробуй повторить этот трюк перед нищими у церкви. Вот увидишь, успех будет больше, чем здесь. А, нет, мистер Сэндерсон, вы не поняли. Я не понял. Я пошутил. А, это вы так пошутили? Да, пошутил, и все, я понимаю. Ты думаешь, я не заметил, что ты целыми днями крутишься в моей витрине? Заметил, да? Я заметил. Мистер Сэндерсон, я хотел... Тебе нужны, если называть их полным именем, легкие как пух, мягкие как масло, прохладные как мята, теннисные туфли. И у тебя не хватает денег идти
тебе нужна рассрочка. Прости, парень, но сейчас... Нет, мистер Сэндерсон. Денег и правда не хватает, но рассрочка мне не нужна мне никакая рассрочка. Я придумал кое-что получше. Еще лучше, чем рассрочка. Да, еще даже лучше, чем рассрочка. Эй, пацан, я человек не злой, но это мой бизнес. Да. Этим я зарабатываю себе на жизнь. Да. Так что вряд ли меня заинтересует, что придумал вместо рассрочки 10-летний ребенок. Ну, мистер Сэндерсон, вообще-то мне уже 12. Прости, парень, не хотел тебя обидеть, но мистер Сэндерсон, я прошу вас, мистер Сэндерсон, я вас умоляю, просто позвольте, давайте я расскажу, что я накопишь нужную сумму. Встречу тебя как старого друга. Серьезно, без обид. Пока. Пока. Нет. Пока. И все-таки, мистер Сэндерсон, я прошу вас меня послушать. Все равно здесь пока никого нет. Вот и послушайте меня, пока никого нет. А если кто-нибудь придет, как только кто-нибудь придет, я сразу уйду, честное слово. Я не собираюсь меня лишать вашей торговли, но если вы меня не выслушаете, если вы меня не выслушаете, я вам тут знаете что? Что ты мне тут? Я вам вот так вот. И все. Я вам прямо... Я тут прямо я вам буду петь очень плохо. У меня времени много, у меня каникулы. Придут люди, увидят, пацан поет плохо и уйдут. Торговли. Ничего, не все. Никого же нет, мистер Сэндерсон. Видишь, никого нет. Хуже от этого не станет. Хуже не станет. А я хоть с интересным человеком вообще. А вы хоть... Да. Ну давай, выкладывай. Что это за речь лучше, чем рассрочка? Спасибо, мистер Сэндерсон. Да, я сейчас все вам объясню, только сначала скажите, пожалуйста, мне вы. А когда вы сами в последний раз надевали такие туфли? Ну, лет 10 назад. Ого. Или 20. Ого. А может и 30. Ого. А к чему ты клонишь? Знаете, мистер Сэндерсон, Нет. вот если честно, да, то вам надо самому, ну, хотя бы примерить такие туфли. Ведь вы их людям продаете. Как же вы их продаете-то, если сами даже понятия не имеете, что это такое, эти туфли на ваших ногах? Да, ведь если не делаешь чего-нибудь долго-долго, хочешь не хочешь, забываешь, каково это. Вот вам и надо, ну, хотя бы примерить эти туфли. Ведь вот, например, хозяин табачной лавки, да, он курит. А вы знаете, что он курит? Да, а кондитер точно ест свои пирожные, по нему видно. Я не спорю, но это деяние бесяков. Да, но не в теннисных туфлях, сэр. Как же вы их продаете-то, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком даже и не знаете? Ну так-то ты... Мистер Сэндерсон, я не хочу, чтобы вы даром отдавали мне свой товар. Не хочу, нет. Взамен я вам предлагаю, во-первых, вот это деньги. И тут не хватает. Поэтому плюс к ним еще кое-что. Тоже очень ценное. Из этой сделки необходимо, чтобы я надел пару новых теннисных туфель. Ну, лучше бы, чтобы... Да. Не отстанет. Я ведь не отстану. Опять запоет. Я запою. Ну,
Ну как? Как вы себя в них чувствуете? Так, нормально. Нормально, хорошо. Не, пожалуйста, не снимайте. Да, не снимайте, покачайте себя на носок. Попрыгайте в них, поскочите, пожалуйста. Да, вот. А я вам пока все расскажу. Итак, мистер Сэндерсон, я отдаю вам деньги. Вы отдаете мне туфли, я должен вам еще $1. Но, мистер Сэндерсон, как только я надену эти туфли, как только я их надену, знаете, что случится? Что? А вот что! Я разношу вашим покупателям по функционалам. Я таскаю для вас всякие свертки, убираю мусор, приношу вам кофе. Я бегаю для вас на почту, на телеграф, библиотеку, я буду носиться взад и вперед, 10 раз в минуту, ведь вы же сами сейчас чувствуете, сэр, какие это туфли. Сами чувствуете, как быстро они будут меня носить. Ведь они на пружинах, чувствуете? Ага, люди, которые делали эти туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки, что им нужно. Где-то в глубине этих туфель запрятаны тонкие тугие мышцы оленя. Ох, вы люди, которые мастерили эти туфли. Они точно видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются к озерам. И все это из туфля. Они сами несут, пошпалят ногу, и уже не дают никакого покоя. Им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому. Вы сидите спокойно у себя в лавке, в прохладе, а я бегаю для вас по всему городу, да как быстро, но ведь, если честно, это не я, это все туфли. Возьмут и помчат, как бешеные. Раз за угол, раз обратно, и вот так вот. Как-то я переборщил. Что это было? Мое деловое предложение. Туфли эти, конечно, я не могу тебе так просто. Ну, очень просто. А не хочешь лет так через 5 продавать у меня здесь ботинки? Спасибо, конечно, мистер Сэндерсон, но если честно, я пока еще сам не знаю, что я буду делать, когда вырасту. Ты, парень, ты что захочешь, то и будешь делать. Это уж точно. Ты своего добьешься, и никто тебя не удержит. Может, мы насчет этих туфель тоже... Добрый день, мистер Сэндерсон. Приветствую. Работаете? Да, конечно, проходите. Что ж, парень, с тобой и правда было интересно пообщаться, но мы договорились, придут покупатели. Да, я помню наш уговор. Да. А уговор есть уговор, да? Да, уговор есть уговор. Что ж, уговор есть уговор, я ухожу. Как только накопишь нужную сумму, обязательно возвращайся. Я буду ждать. А пока уговор есть уговор, да? Да, уговор дороже денег. Хорошо. Спасибо, мистер Сэндерсон, что вы слушали. До свидания, мистер Сэндерсон. Всего хорошего. До свидания, мистер Форбс. Простите, я прервал что-то важное? Да нет. Беседовал с пареньком. Коротал время, пока покупателей не было. Занятный пацан. Такое тут... Да какого черта? Эй, пацан, что вернись, иди сюда! Возвращайся, пацан, давай живее! На, держи, надевай это прямо сейчас! Держи! Спасибо, мистер Сэндерсон! Спасибо, мистер слово, Сэндерсон! спасибо, хорошее слово. Хорошее слово, мистер Сэндерсон! Но бизнес есть бизнес. А бизнес есть бизнес. Да. Вот тебе 10 поручений на сегодня. Спасибо, мистер Сэндерсон!
Как справишься? Я справлюсь, мистер Сэндерсон. Мы с тобой в расчете. Спасибо, мистер Сэндерсон, я все сделаю. Никому ничего не Никто никому, я вас дайте мне не надо. Спасибо, мистер Сэндерсон, спасибо, мистер Борстон. До свидания. Стой, вернись. Как чего как? Туфли как? Туфли как? Антилопы. Газели. Мустанги. Мустанг. Некрасиво себя ведете. Чё? Она же старенькая, вот-вот помрет, а вы при ней про блевотину ругаетесь. Ты-то откуда знаешь, что она помрет скоро? Что дам тебе? Я же сказала, старенькая она.
старенькая, значит, помрет скоро. У меня прабабушка и бабушка старенькие, что, по-твоему, тоже скоро помрут. Что мне говори глупости? Они-то твои родные. Они еще нужны тебе, Дугласу, маме твоей. Папе? Да. А миссис Бентли кому нужна? Это точно. Живет одна, значит, никому не нужна. Значит, точно помрет скоро. Нельзя так говорить. Надо говорить, Иисус заберет ее к себе. Куда? Домой к себе. В рай. А если ее душитель придушит? Иисус все равно заберет ее к себе домой. Да. Придушенную. Любую. Ему без разницы. Одной бабкой больше, одной меньше. Лишь бы вела себя хорошо до того, как помрет. Ну, не знаю. Вот, угощайтесь. О, спасибо. Спасибо, миссис Бентли. Спасибо. 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 А вы? Дать вам немного? Нет, спасибо, малыш, мне не нужно. Я уже старая и ничуть не жарко. Старики на солнце летают. Да меня Элли зовут. Это Мелисса, сестра моя. Это Джейн, Сара. А это Том. Очень приятно. А я миссис Бентли. А мы знаем. Да, конечно. А когда-то меня звали Эллен. Вы что, не верите, что меня звали Эллен? Я не знал, что у старух бывает имя. Простите его. Он красивый, поэтому глупый. Он хотел сказать, что старух не называют по имени. Когда тебе будет столько же лет, сколько мне сейчас, детка, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величают очень торжественно, только мистер или миссис. Никто не станет звать старуху Эллен. Это звучит очень легкомысленно. А сколько вам лет? Я даже птеродактиля помню. Мы были соседями. Нет, ну правда. Сколько? 72. Вот это старая, так старая. Представляете? Ощущение себя такое, как тогда, когда была в вашем возрасте. В нашем? Ну да. Когда-то мне тоже было 10 лет. Что у вас случилось? Ничего. Вы уже уходите? Даже не допили мост. Что-нибудь случилось? Мама говорит, что врать нехорошо. Конечно, нехорошо, очень плохо. Кто врет, тот перестает быть подобием Бога и становится очень плохим человеком. И слушать, когда врут, тоже нехорошо. Кто же тебе соврал, Джейн? Вы Я? Про что? про себя, что когда-то были девочкой. Я и правда была девочкой только много лет назад. Пойдемте, девочки, в дом пошли. Подождите, вы что, не верите мне? Не знаю. Нет, не верим. Дети, да вы что? Все когда-то были молодыми. Но вы-то не были. Ну как не была? Конечно, была. Мне было 8, 9, 10 лет. Ну, конечно, мне было 10 лет. И я была такая же глупая. Вы же пошутили, правда? И вам никогда не было 10 лет. И вас вовсе не зовут Эллен. Разумеется, меня зовут Элли. До свидания, до свидания! Я и в классе не играла. Надо же. В жизни еще никто не сомневался, что я когда-то была девочкой. Я старая, это правда. С этим уже ничего не поделаешь. А я не горюю об этом ничуть. Ну, почти не горюю. Но отнять у меня детство? Ну уж нет. Ну ничего, ничего. Я женщина бережливая, у меня хранятся и платья из моего детства, и вазочки, и билеты театральные. Все лежит в коробочках.
продам. А ящик надежно спрятан под травами и на нем написано число. А мне не осталось от него ничего. Но все, что могла, я сохранила. 5 лет назад, когда я переехала сюда, я привезла с собой все. Дэн владел всякой недвижимостью в разных городах, и я переезжала из одного города в другой, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом мне городе, окруженная своими сундуками. Вот поросят. Почему они не верят? Дети. Дети! Вообще уже. Здрасте, миссис Бентли. Идите-ка сюда. Зачем это, миссис Бентли? Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей. Вот. Ее я носила в волосах, когда мне было 10 лет. Ух ты такая миленькая. Покажи-ка. Ты отдала мне! Быстро давай! А вот колечко. О, дайте мне колечко, ну дай. Его я носила, когда мне было 8. Видите, теперь оно даже не лезет мне на палец. Мне как раз. А в них я играла, когда была совсем маленькая. А теперь посмотрите-ка. Что это за девочка? Это я. Вовсе и не походит. Кто хочешь, может раздобыть себе такую карточку. А у вас есть еще карточки, миссис Бентли? Ну, какие-нибудь попозже. Когда вам было 15 лет, 20. Я вовсе не обязана ничего вам доказывать. А мы вовсе не обязаны вам верить. Вот и фотографии. Видно же, что я была девочкой. На ней какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-то взяли? А я и замужем была. И где муж? Он давно умер. Но если бы он был здесь, сейчас он бы рассказал, что такая была молоденькая и хорошенькая 22 года. Но его здесь нет. Ничего он не может рассказать. Ничего это не доказывает. У меня есть свидетельство о браке. Небось, тоже у кого-нибудь взяла? Нет. Вы найдите такого человека, чтобы сказал, что видел вас много-много лет назад. Вам было 10 лет. Вот тогда я поверю, что вы в самом деле были молодая. Тысячи людей видели меня в это время, но они уже умерли или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души, я ведь совсем недавно здесь поселилась, и никто здесь не видел меня молодой. Ну вот, никто не видел. Но таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же, как я, и вам тоже люди не станут верить. Они скажут мне, эти вороны никогда не были ласточками. Вот увидите. Придет день, вы будете такие же, как я. Да, ну конечно. Джейн, это ведь неправда ведь? Вот увидите. Вот ты. Ты же замечал, что твоя мама с годами меняется. Нет, она всегда была такая, как теперь. Можно мы уже домой пойдем? Показать хотел, верните! Девочки, отдайте! Это нехорошо! Она все это украла. Это все вещи какой-то девочки. Она их просто украла. Спасибо. Погодите, постойте! Да вы простите их, они же эти особи женского пола. Поэтому глупые и злые. Они у меня все забрали. Ребенка, колечко, ничего не осталось. Ну, я потом отберу у них все и принесу вам. Да? Нет, не надо. До свидания. Вся жизнь в коробках, в сундуках.
скучаю по тебе. Я знаю, моя хорошая. Хорошо. Хорошо, утром я со всем этим покончу. Отныне я буду только та, что здесь, сейчас, сегодня. Да. Да, решено. Так и будет. Возьмите все, что вам надо! Мы пришли вернуть ребенку колечко. И фотокарточку той девочки. Не нужно. Оставьте себе. Той девочке этого уже не нужно. И ничего другого тоже. Берите все, что вам понравится, вот тут в коробках. Зонтик, с которым та девочка играла дочь мандарин. Калейдоскоп, увеличительное стекло. Все это ваше. Собирайте. Что, правда можно? Правда? А кто вам сказал, что вы расстроитесь, если мы заберем вещи той девочки? Уже не расстроюсь. Я же тебе говорила, а ты расстроится, расстроится. И вот еще что. Помогите мне в одном деле. Мне нужно развести на заднем дворе большой костер и выбросить всякий хлам. Или пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить на век. Мы поможем. Поможем. Ого. Смотрите. Песочные часы. Очень точный прибор. Беспощадно точно. Песок и правда может только убегать. Обратно он никогда не возвращается. Но он очень долго сыпется. Очень долго. Но докажется только до того момента, как увидишь, что осталось всего несколько песчинок. Последние песчинки убегают очень быстро. Та девочка тоже любила смотреть, как убегают песчинка за песчинкой. Сколько вам лет, миссис Бентли? 72. А сколько было 50 лет назад? 72. И вы никогда не были молодая. Никогда. А как вас зовут? Миссис Бентли. И вы всю жизнь прожили в этом доме? Всю жизнь. Никогда не были хорошенькой? Никогда. Никогда за 1000 миллионов лет? Никогда за 1000 миллионов лет. Я же вам говорила, она не врала, она пошутила. Да. Да, я просто шутила. Спасибо вам, дорогие. За что? За сегодняшний день. Ну, мне пора. Куда? Туда. Туда, где ту девочку ждет тот мальчик. И постарайтесь обязательно запомнить сегодняшний день. А когда он пройдет, обязательно запомните, что он прошел. Это и правда важно. Ну, мне пора. Вдруг у тебя блокнот с собой? Конечно. Чего ты там уже записал? Да. Обычности всякие. Как решили качели на веранде? Да, с дедушкой. Запиши, знаешь что? Ничего себе. А я почему-то об этом и не думал даже никогда. А ведь правда же. Это же ясно, как апельсин. Старики никогда не были детьми. Да, это так. Да. Это грустно, но это так. Да. И тут уж ничем не поможет. Джон Хафф, 12 лет! Джон лучше всех рассказывает страшные истории про душителя. Он умеет смеяться на бегу, он мой лучший друг. Джон, я начал записывать. Эй!
Джоном у меня не было, потому что мы с ним дружили всегда. Слушай, ведь правда. Да. Ой-ой. А потом подумал, а раз это было всегда, то значит никогда и не кончится, значит мы всегда будем лучшими друзьями. Точно. Лучшие друзья это навсегда. Но ты зимбари перекури! Перекури, Медиков! Вот балбесы. Придумали то, что и так всем известно, и радуются. Радоваться надо чему-то новому. Нету. Есть такие старые вещи, которые можно радоваться всегда. Вот ты слушай умного человека, слушай. Ты же сам сказал, немного старого, немного нового. Ты зануда, А вы все про старое, про старое. Новое? Да запросто. Машина времени. В каком смысле? В прямом. У нас есть машина времени. Вот честное слово. И на ней можно съездить и в прошлое, и в будущее? Нет, только в прошлое. Нельзя как все сразу. Ну и где она? Здесь. Здесь не может быть машины времени. Здесь живет полковник Фрейли, а он никакой не изобретатель. Нет, даже если бы он изобрел машину времени, уж наверное, все бы про это знали. Пошли со мной. Все правильно. Полковник не изобретал машину времени, а только он ее хозяин. Ну, давай. Том, давай. Давай. Молодец. Мы просто дураки, что раньше никогда не замечали. Полковник! Он плохо слышит, но он сказал прямо входи, покричи погромче. Полковник! Совсем как мертвый? Да. Нет. Это он придумал, куда бы съездить по путешествию. Здравствуйте, полковник. Это Дуглас, это Том. Мы пришли, чтобы вы нам... Что пришли? Садитесь. Спасибо. А где тут твоя? Где тут моя что? Полковник. А Том хотел сказать, ну и где тут моя мысль? А у меня вообще нет мыслей, полковник. Расскажите лучше вы что-нибудь. Берегись, Джон. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Чин Лин Су. Так? Чин Лин Су. Бостон, 910. Бостон, 910. Да. Ну да, конечно, Чининцу. Дайте-ка мне вспомнить. 1 октября 2010 года. Театр Варьете в Бостоне. Народу битком и все ждут. Оркестр, трубы. Занавес. Чинлинцу, великий восточный маг и чародей. Вот он, на сцене. А вот я в середине первого ряда. Он кричит фокус с пулей. Кто хочет попробовать? Мой сосед встает и идет к сцене. Посмотрите ружье, говорит Чинлинцу. Теперь пометьте пулю. Вот так. Теперь стреляйте меченой пулей из этого самого ружья прямо мне в лицо. А я буду стоять на другом конце сцены и поймаю ее зубами. Готовься. Цель. Пли, кричит Чинлинцу. Бах! Примет ружье. Бах! Чинлинцу! Скипает, шатается, падает. Лицо залито кровью, шум гам. Ад кромешный. Все вскакивают на ноги. Что-то мне надо с ружьем. Кто-то говорит мертв. И верно. Мертв. И лицо точно алая маска. Занавес быстро опускается. Бостон. 1910. Театр Варьете. Бедняга. Бедняга. Здорово. Вообще здорово. Здорово. Полковник, а что-нибудь про Поуни Билла? Про Поуни Билла? Ну да, вы тогда с ним были в прериях, 875-м. Поуни Билл. 1875. Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке в самом сердце прерий. Прерия, как огромная сцена. Все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома, рукой. Еще раскат, на этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается зловещая бурая туча, полная черных молний. Стелится низко-низко, я стою на пригорке и кричу: Господи, помилуй! Земля бьется, точно обезумевшее сердце, а я трясусь, как осиновый лист. Это они, кричит Поуни Билл. И туча это была не туча, а песок. Его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы. Он был как мука самого помола и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось в небе, будто занавес отдернули. И тут я их увидал. То было великое войско древних прерий, бизоны и буйволы. Черные косматые волны вздымаются и опадают. Стреляй, кричит
кричит Поунивилл, стреляй! А я стою и думаю, я же сейчас как божья кара. Они в меня мчится яростное силище, точно полночь среди дня. Точно нескончаемая похоронная процессия, черные, сверкающие, горестные, невозвратимые. А разве можно стрелять в похоронную процессию? Разве это можно? Я хотел только одного. Чтобы песок снова скрыл от меня эти черные тени судьбы. И представьте, ребята, были правда силы скрыла миллионы копыт, которые подняли всю эту бурю. Поунивилл выругался, но я был рад, что не тронул эту тучу ни единой крупинкой свинца. Я и сейчас иногда слышу тот гром, тот устрашающий, ни на что не похожий грохот, особенно в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь. Устрашающий, ни на что не похожий грохот. Вот бы и вам когда-нибудь его услыхать. Он уснул? Нет, это он перезаряжает свои батарейки. Полковник! Джон. Полковник, это Дуглас, а это кто? Рад познакомиться, мальчик. Я не понял, а где все-таки? Вот ты дурной, иди встань в угол. Иди в угол встань. Вот там и стой. Полковник, вы рассказывали... Я что-то рассказывал? А про войну Севера и Юга помните? Помнили гражданскую войну? Еще бы, я все помню, вот только... Вот только на чьей же стороне я сражался. А какого цвета у вас был мундир, да? Цвета начинают путаться, они тускнеют. Я вижу рядом с собой солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели, серый или синий. А по какую сторону гор вы воевали? Солнце вставало слева от вас или справа? Справа. Прошло уже лет 70. За такой долгий срок не мудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце. Ну а победы вы помните? Да? Вы же выигрывали хоть какие-нибудь сражения. Нет, не припомню. Никто не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Джон. Все только проигрывают. И кто проиграет последним, бросит мир. Я помню только вечные проигрыши и поражения. Хорошо было только одно. Что? Когда все кончилось. Вот конец, это можно сказать, выигрыш, Джон. Хотя вы-то, конечно, совсем не про такие победы хотели слыхать, правда? Хватит уже говорить, что ты нет? Что да? Или нет? Конечно, да. Что да? Ой, сэр, полковник, вы машина времени. Так вы называете меня. Да, так, сэр. Да, так, сэр. Полковник, пожалуй, нам пора. Спасибо вам за все. До свидания. До свидания, сэр. Ну, хорошо. Эй! Да, сэр. Да, сэр. Я подумал о том, что вы мне сказали. Да, сэр. Машина времени. Как мне самому это не пришло в голову. Машина времени — точное слово. Да, сэр. Всего доброго, парень. Приходите, когда вздумаешь. Да, сэр. Кстати, я могу путешествовать в прошлое. Можешь, но только на 10 лет. А мы с Джоном только на 12. А вот на 100 лет. На 100 лет не уедешь. Да, на 100 лет это невозможно. Вот это было бы путешествие, да? Да. Чего? Чего ты там пишешь? Сейчас. Может быть, старики никогда и не были детьми, как миссис Бентли спорит. Спорила? Спорила, да. Может быть, старики никогда и не были детьми, как миссис Бентли спорила. Но маленькие они были небольшие, а кто-нибудь из них наверняка видел, как закончилась война. И зрение у таких, как у индейцев. И видят они назад во времени гораздо дальше, чем мы когда-нибудь сможем увидеть вперед. Очень здорово. Да. А что это значит? Это значит, что они настоящие путешественники. Нам ни почем с ними не сравнится. Мы, если очень повезет, сколько еще вперед во времени пропутешествуем? Лет 40-50. А те, кто путешествует 90 лет, 95, 100, вот они путешественники. Знаешь, Джон, я должен
пройти не только по своим дорогам, я должен проехать по всем его путям. А да, 12 так не говорят. Надо приходить к нему почаще, хотя бы раз в неделю. А то и 2, и 3 раза, и слушать, и все запоминать. Помнить вообще надо все. И не только то, что помнишь сам, но и то, что помнят вот такие, как полковник. Потому что потом, когда-нибудь ко мне вот так же придут ребята, и я им помогу увидеть то, чего без меня они увидеть не смогут. Вот как полковник нам сейчас помогает. Вот, я должен пускаться с ним в самое дальнее странствие. Дальше, чем могу зайти сам, без него. Дальше, чем сможешь зайти сам? Дальше, чем смогу зайти сам, без него. Сам придумал? Не знаю. Может быть, да. А может быть, нет. Дальше, чем можешь зайти сам? Да. Жуть какая-то. Жуть. Шон, давай лучше про душителя. Часы на здании суда пробили 7 раз. 7? Вообще не страшно. Это про душителя. Тогда страшно. Том, не бойся. Да я не боюсь. Просто страшно. Мисс Лавиния Нэп сидела совершенно одна у себя на веранде. К ней подошла мисс Франсина. Она была вся в белом. А вот и я, сказала она. Так мы идем в кино. Лавиния надела шляпку, они вышли на улицу. По дороге их увидала соседка, мисс Роберта. Куда это намылились, В кино смотреть Чарли Чаплина. Чарли Чаплина! Марочка, дуй! Вот такие ночи! Душитель и находит своих чар! И всяких души! Ну уж нет! Я лучше возьму пистолет, вилы и спрячусь у себя в чулане! Вот так! Старушка зашла домой, девушки пошли дальше. Все эти истории про душителя просто дурацкая болтовня. Вот и Лавиния так сказала. Да. Все эти истории про душителя всего лишь женская болтовня. Ничего себе болтовня! Возразила Франсина. 2 месяца назад убили Хати Макдолис. Месяц назад Роберту Ферри. А сейчас вот исчезла рыжая Дорис. И куча других женщин. Говорят, и всех нашли удавленными, а кончик языка припушен. И они подошли к оврагу. А вот овраг у нас страшный, с этим не поспоришь. Очень страшно. Вовсе не страшно. А ты там ночью ходил? Ночью нет. Вот и не ходи, ты красивый. И душитель может подумать, что ты девушка. Маленькая такая красотка. Красотка, Том! Эй, красотка! Все, слушаем, что было дальше. Подошли они к оврагу. И хотя было не так уж темно, овраг казался черным-причерным. И в нем что-то ворчало и ворочалось. Погоди минуту. Все, давай дальше. Че, страшно? Нет. Лавиния взяла Франсину за руку, и они стали спускаться во враг. Все ниже, ниже, ниже. Тропинка вильнула в сторону, и вдруг они увидели... Что? Сейчас страшно будет, Том. Почему страшно? Может, там гномик был, например? Пылающий куст? Под деревьями лежала рыжая Дорис. Мертвая рыжая Дорис! Та самая, которая пропала! Дорис лежала на земле. Что на нее наступила? Луна освещала ее. Лицо ее было совершенно белое, глаза широко раскрыты, а изо рта торчал кончик языка. Она мертвая, вскрикнула Франсина. Но Лавиния схватила ее за руку и сказала: не кричи, не надо кричать, надо позвать полицию. А вот это правильно. Когда что-то плохое случается, надо вызывать полицию и молиться. Полицейские приехали быстро. Очень быстро приехали. Девушки показали, где нашли рыжую Дорис. Вот она лежит, обидите ее, милый офицер! И они их отпустили, но сказали, чтобы завтра они пришли в участок. Дать показания. Один полицейский даже предложил проводить их. Ну, девушки, давайте я вас провожу. Чего вы тут одни-то в ночи шастаете? Но Лавиния сказала нет. Не надо, сказала Лавиния, займитесь своей полицейской работой. Мы прекрасно без вас то шастаем. Дальше. Кино? Да. И после этого они в кино еще пошли? Вот и
Франсина удивилась. И что? После всего этого ты еще хочешь идти в кино? А Лавиния, обязательно. Нужно идти в кино, как будто ничего не случилось. Если мы сейчас не пойдем в кино, мы будем все время думать об этом. А так, мы пойдем в кино, по пути захватим Кэти, посмотрим фильм, посмеемся и забудем про душителя. Так-то правильно. Надо что-нибудь хорошее увидеть, чтобы плохое забыть. Ну да, если есть чего-нибудь вкусненького. А Кэти давно уже ждала их на веранде. Вы куда запропастились-то? Франсина хотела все рассказать, но Лавиния сжала ее руку и сказала, что во враге кто-то нашел мертвую Дорис. А Кэти... А может, не пойдем в кино? Уже темно и очень страшно. Но Лавиния не согласилась. Душитель не убьет сразу 3. Втроем не опасно. Тем более бояться еще рано. Он убивает всего лишь 1 раз в месяц. Вот дурная! Сели бы уже дома и пили какао. Ага. Если история закончится так, это будет самая дурацкая история, какую я только слышу. Во-во! Сели дома, стали пить какао. Ничего себе конец. Не-не-не, давай дальше. Значит, они пошли дальше. Да! Они пошли дальше, они зашли в кафе, которое было напротив кинотеатра! Дайте, пожалуйста, мне жевательных мятных конфет на 5 центов, попросила Лавиния. И пока хозяин взвешивал конфеты, он говорит: мисс Лавиния, а когда вы сегодня заходили ко мне, вы были такая хорошенькая, что один человек даже спрашивал про вас. А кто это такая? А это, говорю, самая хорошенькая девушка во всем городе, мисс Лавиния Непс. Действительно хорошенькая. А где она живет? И он что, дал ему адрес? Вот и Франсина удивилась. И что, вы дали ему адрес? А хозяин: да, я как-то не подумал. А сейчас, когда услышал, что нашли мертвую Дорис, таки... Господи, что же я наделал? О, дурак! Чтобы извиниться, хозяин насыпал конфет больше, чем на 5 центов, и никаких денег с ней не взял. Ну, хоть что-то. Франсина спросила, как выглядел тот человек. А хозяин, он был нездешний, в темном костюме, бледный, почти синий и очень-очень худой. Теперь-то уж точно. Надо ему сворачиваться бегом домой. Вот и Кэти так сказала. Все сказала она. Я сейчас ловлю такси, и мы едем по домам. Я не хочу потом разыскивать по всей округе твой труп, Лавиния. Этот человек точно что-то замышляет. С какой-то стати он про тебя расспрашивал. Ладно, хоть Кэти нормально соображает. А Лавиния что? А Лавиния что? Что? А Лавиния... Да не нужно мне никакое такси. И не уговаривайте меня. Если мне суждено стать следующей жертвой, что ж так тому и быть. Мне 33 года, я старая дева. Я хочу немного поволноваться. Так тогда понятно все. Это ясно. Чего? 33, старая дева уже. Возраст Иисуса все равно помрет скоро. А так все-таки интересней. Вот и Лавиния так сказала. Все сказала она. Если вам нужен такси, то пожалуйста. А я посмотрю фильм и спокойненько найду одна. А подруги ей говорят: а за кого ты нас принимаешь? Ты думаешь, мы будем спокойно спать дома, пока ты там неизвестно где, неизвестно с кем, неизвестно что, неизвестно... Ну, ты хочешь, чтобы твой труп был на нашей совести? Ну уж нет, мы идем с тобой. В кино. Хорошо. Да, пошли. И они зашли в кинотеатр. В кинотеатре было темно. Народу было немного. Они сели на средний ряд. Свет погасили. Начался фильм. И вдруг... Что вдруг? Кэти Лавиния шепотом: Лавиния, только что в зал зашел мужчина. Он в темном костюме, бледный и худой, и сел прямо за нами. Они обернулись и увидели его. Бледный, худой, незнакомый и очень страшный. А чем это завоняло? Ага. Том! Том! Не я это? Джон, давай дальше. Кэти вскочила и закричала: остановите фильм, включите свет, позовите управляющего. Это был он! Это был душитель! Он из всех надушил, да? Да! Да! Это управляющего был, он в гости приехал. Ну, короче, посмотрели они фильм, вышли на улицу, а на часах уже было 11:30. А им еще домой идти. Да, уж лучше бы тот в кинотеатре оказался душителем. Я собрались бы с кем-то и все. А сейчас опять нервотрепка. Они вышли на пустую улицу. Только в витринах магазинов стояли восковые манекены и протягивали к девушкам свои восковые руки. Глаза! Глаза манекенов смотрели на девушек, а они шли по пустой улице. Сперва мы проводим Франсину, сказала Лавиния. И они пошли. Чтобы не бояться, они рассказывали анекдоты. Только смеяться у них не получалось. Вдалеке часы на здании суда пробили без четверти 12. Свет в окнах постепенно гас, и стало совсем темно.
домой, закрыла дверь на замке. Теперь я провожу тебя, Кэти, сказала Лавиния. О, Господи! И я вся на нервах. Часы на здании суда пробили полночь. Через минуту они дошли до дома Кэти. Луна спряталась за облаками и стало совсем-совсем темно. Лавиния, может быть, все-таки останешься у меня, предложила Кэти. Но Лавиния сказала нет и вышла одна на пустую улицу. Теперь еще и одна. И через овраг потрется. О, Господи! Деревья стояли черные. Света почти не было. Где-то забыла собака. А через 5 минут я буду дома, думала Лавиния. И тут она услышала мужской голос. Под июньской луной жду свидания с тобой. Под июньской луной жду свидания с тобой. В лунном свете шел человек. Под июньской луной жду свидания с тобой. Пел незнакомец, помахивая длинной дубинкой. Вдруг он прекратил петь, повернулся к Лавинии и пошел к ней. Да не бойся! Сама не бойся! Помолчите! Сделал несколько шагов и вдруг заговорил. А кто это тут у нас бродит, а? Не знаю. Нашли время для прогулок, нечего сказать. Это же сержант Кеннеди! Да, это был он. Можем вас проводить? Нет, сказала Лавиния. Ну что за дура-то? Но ведь придется идти через овраг. Да, подумала Лавиния, но через овраг с мужчиной я не пойду, даже если он полицейский. Откуда мне знать, кто из вас душитель? Ну так-то логично. Я пойду быстро. Ладно, хорошо, если вдруг что-то случится, то кричи. Я сразу же прибегу. Хорошо. Кеннеди остался под фонарем, а Лавиния подошла к оврагу. А никто не хочет сходить попить? Нет, никто не хочет. Лавиния стояла на верхней ступеньке. А там 113 ступенек вниз, 60 метров по мосту, 107 ступенек вверх. И на всем этом пути только один фонарь. Через 3 минуты я буду дома. И ничего со мной не случится за каких-то 180 секунд. И она стала спускаться во враг. 1, 2, 3, 4, 5. Считала она шепотом ступеньки. 15, 16, 17, 18. Это уже 5-я часть пути. И никого здесь нет. И ничего со мной не произошло. 24, 25, 26, 27. И вдруг... Лавиния вскрикнула. Она вцепилась в деревянные перила. Сердце у нее чуть не выпрыгнуло из груди. У меня тоже! Там под фонарем кто-то стоит. Нет, уже не стоит. Но ведь стоял, он меня ждал. Что же мне теперь делать? Позвать сержанта Кеннеди? Может быть, он слышал, как я завопила. Она еще немного постояла, присмотрелась. Нет никого. И снова стала считать ступеньки. 35, 36. Она своему сучету мне всю душу доконает. И мне тоже. 40 и еще 2. 42. Это полпути. Она замерла. Сделала шаг. И услышала еще чей-то шаг. Снова шагнула. И снова услышала чужой шаг на долю секунды позже. Сержант Кеннеди, это вы? Тишина. И она побежала скорее, скорее вниз. Услышала чьи-то шаги. То ли эхо, то ли кто-то гнался за ней. Не успела она опомниться, как оказалось, на дне оврага и бежала по мосту и молилась: Господи Боже, дай мне возможность бежать наверх. Если я сбегу наверх и со мной ничего не случится, я больше никогда в жизни не пойду без Кэти и Франсины. Но вот ее улица, ее дом. Она перебежала через дорогу, перепрыгнула через забор, оказалась на веранде, нашла ключ. Пытается попасть ключом в замок, но не выходит. Руки дрожат. Наконец-то ключ в замке. Она открывает дверь. Скорее домой. Закрывает ее на замок, на засов, на все запоры. Вспотела. О, да! Ну так себе история. Не особо страшная. Да? Я даже не боялся. О, мы все чувствовали. Как ты не боялся? О! Это же не я же сказал, это не я. Ага. Но ведь это же еще не вся история, правда, Джо? Ну ты же слышал? Вся. Нет. Нет? Нет. Нет. Лавиния протянула руку к выключателю и замерла. И что? Чего там? Сзади нее кто-то откашлялся. Давайте сделаем перерыв! А осталось-то? Телефон, телефон и пика. Пика, пика, пика. Телефон, пика. В смысле?
перерыв. Погоди, что ты сказал? Ты же слышал. Это что, это правда? Ты уезжаешь? Папа нашел работу в Милуоке. До сегодняшнего дня это было не точно, а сегодня уже точно. Джон, ты как так-то? Как так-то? Ты что? Ты... На следующей неделе баптисты устраивают пикник. Потом будет осенний фестиваль. Потом Хэллоуин, потом... Да что у тебя, папа, совсем подождать не можешь, что ли? Нет? Да ничего себе. Как так? Все время ты жил здесь, и вдруг вот так вот раз, и... Дай-ка я сяду. Ну ведь мы же друзья. Всегда будем друзьями. Ну да. Да. Ты ведь сможешь приезжать хотя бы раз в неделю, да? Нет? Только 2 раза в год. Папа сказал 130 километров все-таки. 130 километров — это совсем недалеко. У нас телефон есть. Я ей звонить могу, правильно? Ну, мы же можем по телефону. Ну или может мы туда в вашу сторону соберемся, правда? Мы можем собраться. Джон, давай поговорим о чем-нибудь. О чем? Да как о чем? Как о чем? Ты уезжаешь. Миллион важных вещей, о которых надо успеть поговорить, пока ты здесь. О чем бы мы говорили через месяц, через 2, еще позже? Про богомолов? Про дирижабли? Про факиров, про акробатов? Да хоть про то, как кузнечики плюются табаком. Знаешь, это странно, но мне как-то не хочется говорить о кузнечиках. Раньше хотелось. Да. Наверное, сейчас просто не время. Наверное. А про что тогда? Знаешь дом Террелов? Помнишь, какой у него верх? Да. Там маленькие круглые окошки, не цветные стекла. Да. Они всегда были такие. Да. Уверен? Конечно. Старый-престарый дом, круглое окошко вверху. И стекла в них цветные. Да, всегда они такие были. Еще даже когда нас с тобой не было. А я их никогда не замечал. А сегодня иду, поднимаю голову, смотрю, стекла цветные. Как же я столько лет их не замечал. Наверное, у тебя были другие дела. Ты думаешь? Да? Ты гадский. Знаешь, как я испугался? Ведь если я не замечал этих стекол до сегодняшнего дня, значит, я еще много чего не замечал. А с тем, что я видел, как будет. А вдруг я уеду из города и ничего не смогу вспомнить? Ну, то, что хочешь помнить, помнишь всегда, это точно. Я вот в прошлом году ездил в лагерь, я там все помнил. Вот и нет. Я все помнил. Чего я там не помнил, да я все помнил. Но ты мне сам говорил, что ты просыпался ночью и не мог вспомнить лицо своей мамы. Да, это было. Но потом-то ведь я же вспоминал. Слушай, мне так же бывает. Я бывает просыпаюсь ночью, иду к своим спальням, смотрю на них, запоминаю, какие у них лица. А потом иду к себе и не помню. Да, так бывает. Дук, обещай мне одно. Обещай, что будешь помнить меня. Обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще меня. Да это-то проще простого. Закрой глаза. Зачем? Закрой и скажи, какого цвета у меня глаза. Ой, Джон, это Не ничего. посматривай, говори. Да, пожалуйста. А зеленые они у тебя? Вот и нет. Да как нет? Зеленые. Зеленые они у тебя. Да зеленые. Ну, покажи. Да что Ну, толку? повернись, покажи. Хорошо. Ну вот, я же говорю. Карий. Карий это почти зеленый. Как темно-зеленый. Только карий. Ладно, не помню. Мне вдруг так захотелось остановить время, но чтобы Джон подольше не уезжал. И я вдруг понял одну вещь. Когда бежишь сам, да, время бежит вместе с тобой. Бегаешь на перегонки, кувыркаешься, орешь чего-то и не замечаешь, что все, солнце-то уже заходит. Гудит гудок вечернего поезда, и ты плетешься домой уже. Нет, существует только один способ хоть немного притормозить время. Надо смотреть вокруг, да? А самому ничего не делать. Угу. Таким способом можно один день растянуть дня на 3. Джон, а давай? Ага, а вдруг не поймет.
Если только схитрить как-нибудь. Как-то незаметно уговорить его ничего не делать. Давай ничего не делать. Ну ничего себе. Я вот только что собирался это сказать. Давай. Половина 7-го. Нет, не 7-го, а 8-го. А то и все 8. Нас такие вещи учили распознать в лагере по солнцу. Поиграй во что-нибудь. Что-нибудь одно. Потом мне надо домой, где ведь уходит поезд. Светофоры и статуи. Мы собирались сегодня играть в светофоры и статуи. Кто будет водить? Я. Первый раз в жизни слышу, что кто-нибудь сам вызвался водить. Разбегайтесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, замри! Вот и все, жжет, все, вот приказываю тебе. Стой здесь, не смей двинуться с места, ровным счетом 3 часа. Нет, ты знаешь правила. Игра есть игра. Да не могу! Ты мне проиграешь. Я пошевелился. Нет, да, нет! Да. Теперь вожу я. Разбегайтесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, замрите! Все, Дух, не шевелись. Ни на миллиметр. Прости, Дух, иначе никак ничего не получится. Еще 3 минуты всем застыть, как истуканы! Прости. Разговариваю, он молчит.
Джон Хафф, я тебя ненавижу. Но ты же мой друг. Нет, Джон, я тебя не ненавижу. Нет, я тебя не... О, прабабушка, миссис Бентли, полковник Фрилли, мисс Лумис. Алло, Лео, приходи скорее, Дуглас заболел. Да, врач было не знает, что это сильный жар, просто весь горит. Лео, пожалуйста, отпросись с работы, я очень боюсь за Дугласа, он как будто бы... Да-да, прости, я не буду так, только ты приходи скорее. Дуг, почему ты здесь? Я не знаю. Да, в эту сторону тебе еще рановато. Я не знаю. Да и какая разница, в какую сторону путешествовать, если все равно никто и ничто не может быть рядом всегда. Ни на что нельзя положиться. Вещи, например, машины, красивые новые машины, они ржавеют, разваливаются. Или теннисные туфли. В них можно летать всего одно лето, да и то не до конца. А потом земля все равно тянет тебя вниз. Или даже трамвай. Уж на что он большой и сильный. А и он однажды доходит до конца. А дальше уже и рельсов нет. И ехать дальше некуда. Здравствуйте, мистер Джонс. Здравствуй, доктор. Как дела? Плохо. Дуг заболел, умирает. Не может этого быть. Точно, доктор не знает, что с ним. Он говорит, что во всем жара виновата. А может быть, какой мистер Джонс? Ну, если только. если бы только что. Ну, если бы только что. Ну, что-то бы нашлось в вашей повозке для Дуга. Мы бы ему принесли, и он бы выздоровел. Уж очень ему не везет этим летом. Прям все шишки на него сыпаются. Какие шишки? Лучший друг у него уехал. Это такой был друг, что без которого Дугласу стало совсем немного. Чуть менялся неудачно. Он свою коллекцию ракушек сменял на фигурку Тарзана, а этого Тарзана нечаянно уронил и разбил. На день рождения он хотел, чтобы ему подарили книжку про фокус. Ему подарили штаны и рубашку. Главное. Что главное? Главное, я вырос на целый дюйм и почти догнал его. Это его окончательно доконало. Вот теперь он умирает. Вы поможете, мистер Джонс? На людей полагаться, на то, что они всегда будут рядом, тоже нельзя. Потому что люди, они уезжают. Лучшие друзья уезжают. Чужие люди умирают, знакомые умирают. Самые близкие люди тоже. Люди убивают друг друга, как в книжках или как в кино, но только по-настоящему. Никто не может быть рядом всегда. Значит, Добрый вечер, миссис Полдинг. Совсем не добрый. Миссис Полдинг, позвольте мне пройти к Дугласу. Нет, не надо. Мы с ним старые знакомы. Он не может говорить, он не отзывается. Он научился ходить. У нас я слышала, что если вы пришли к больному, то это просто суеверие. Уходите. Он уж очень сложно. У меня болит сын. А я вместо того, чтобы помогать ему, слушаю, у вас уходите, говорю. Да уйдете вы или нет? Хорошо, я ухожу. Том, мама очень расстроена, мне трудно ей что-либо объяснить сейчас. Будь добр, повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят, но на ветру совсем как льдина. Это облегчит его сон. Мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немножко осмотрюсь и приеду опять после ужина. Ну и тогда. Трудно сказать. Хорошо, мистер Джонс. Значит, если и бродяги, например, душитель, и теннисные туфли, и трамваи, и самые лучшие друзья могут исчезнуть, уйти на время или навсегда. Если даже такие люди, как прабабушка, которые должны жить вечно, тоже могут умереть, значит, я, Дуглас, тоже должен. В доме страшная духота и жарко. Том,
замечаю кое, что все улицы не просто погрузились в сумерки. Казалось, что весь мир состоит из сплошного непроглядного мрака. Мы с Томом дошли до врага. А как раз тогда шли слухи о душителе, я еще думала, надо казаться сильной, ведь рядом идет Том. Если он увидит, как его мать колотит от ужаса, что с ним станет? Когда вдруг из-за врага послышался голос Дуга. «Мама, я иду! Мама!» Такую трюбку ему потом закатила. Потом, и он не заслужил, Бог свидетель. Зачем я его наказывала? Зачем мы наказываем детей Лео? Ты все делал правильно. В тот момент: «Мама, я иду! Мама!» А потом он сам появился из-за деревьев. И тогда я поняла, что не так уж и темно вокруг, и что фонари светят усердно, освещают наш город уютным оранжевым светом. Господи, как же темно сейчас и как душно! И Дуглас им жаром будет кипеть весь мир вокруг. Господи, прошу, не забирай моего мальчика, помоги, Господи! Все будет хорошо, Все будет хорошо. Сколько людей, которых я знал, умерли этим летом. А я не хочу умирать. Но ведь когда-нибудь все равно придется. Когда-нибудь однажды я, Дуглас, тоже должен буду умереть. Тогда зачем все это? Зачем я узнал в первый день лета, что я живой, если все равно никто, ничто не может быть всегда. И я тоже не могу. Тогда зачем все это? Зачем все это? Это отличные вопросы, Дуг. Ты просто обязан вернуться и записать их в свой дневник. А потом каждый день своей долгой жизни давать ответы на эти вопросы. На самом деле, как прожитый тобой день и будет ответом на эти вопросы. Обязательно постарайся каждым из этих ответов насладиться по полной. И, конечно, чтобы каждый, кто будет рядом с тобой, тоже насладился этими ответами, то есть днями, прожитыми рядом с тобой. Дуглас умный мальчик. Он сам понял, что я хотела сказать. Ох, сомневаюсь, прабабушка, что я все это понял. На то, чтобы понять это, у тебя будет еще куча времени. Главное сейчас вернуться и записать это все в твой дневник. Да, главное вернуться. Только как вернуться? Как вернуться? Я не знаю. Дуглас. Дуг. Ты лежи спокойно. Ничего не надо говорить. И глаза открывать не надо. Я знаю, что ты слышишь. Это старик Джонас, твой друг. Твой друг. Некоторые люди слишком рано начинают печалиться. Близко все к сердцу принимают. Вот и начинают печалиться с самых малых лет. Я знаю, я сам о чем ты. Жаркая ночь, не ветерка, жара убийственная. И это тянется и тянется. И столько всего приключилось, правда? Слишком много всего. Сейчас я уйду, но на кровать у тебя оставлю вот это. Ты не спеша открой глаза, сядь, возьми это, открой, но сперва прочти, что написано. Хотя нет, давай я сам тебе прочту. Зеленые сумерки для того, чтобы видеть во сне чистейший северный воздух, взятый из атмосферы снежной Арктики. Смешанный с ветром, дувшим, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада. И еще, я добавил сюда соленый ветер и полоску густого тумана.
тебя другом. Урожайного тебе года, Дуглас. Хорошего тебе года. Хорошего тебе года, Дуглас. Хорошего тебе года, Дуглас. Хорошего тебе года, Дуглас. Я иду. Мама! А мне сегодня последний раз разрешили ночевать в дедушкиной башне. Ясно дело, лето-то все. Да, лето все. Что написал в дневнике? Все пишет. Чего написал? Чего написал? Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм крутят задом наперед, и люди из воды выпрыгивают на трамплин. Наступает сентябрь. Закрываешь окошко, которое открыл в июне. Снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же. И влезаешь в тяжеленные кожаные ботинки, которые ты тогда забросил. Теперь люди быстрее заскакивают обратно в дома, как кукушка в часы, когда прокукует время. Всем зевнуть. По-осеннему сонно пробили часы. О, как поздно уже. Пора раздеваться, чистить зубы, гасить свет. Один за другим гаснут фонари. И город погружается в дремотную полночь. В 12 лет человек так не говорит. Хотя нет, не в 12, в 13 уже. Все равно так не говорят, но так чувствуют. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.